Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. И мы с вами продолжаем изучать одно из величайших слов восхваления Всевышнего Аллаха. Это «Альхамду лиллах», то есть хвала Аллаху, хвала единому Аллаху. До этого у нас одна или две лекции было на тему восхваления Всевышнего Аллаха через изучение Его прекраснейших имен и атрибутов. И мы с вами говорили, что «Альхамду лилляхи», то есть восхваление Всевышнего Аллаха, можно разделить на два вида. Первый вид – это восхваление Всевышнего Аллаха за ту благодетель, которую Аллах совершает по отношению к нам. То есть за то добро, за те дары, за те блага Всевышнего Аллаха, которыми Он нас одаряет. То есть мы должны восхвалять Аллаха за то, что получаем от Него. То есть это есть шукр, то есть это есть благодарность Аллаху. И второй вид, мы с вами говорили, что мы восхваляем Аллаха не только за то, что Он нам что-то дает, мы восхваляем Аллаха за то, что Он есть. Мы восхваляем Аллаха за Его величие. Мы восхваляем Аллаха за Его прекраснейшие имена. Мы восхваляем Аллаха за Его атрибуты, которым присуще только совершенство. И вот сегодня давайте поговорим о восхвалении Всевышнего Аллаха за Его блага, за Его дары, которые мы получаем. Всевышний в Коране говорит, Он обращается к людям и говорит: «Я айюханнас, о люди, узкуру ни'маталлахи алейкум». То есть вспомните дары Аллаха по отношению к вам. То есть человек, поминая единого Аллаха, он должен поминать Его дары. Он должен всегда вспоминать, говорить, напоминать другим то, что Аллах дает нам. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Аллах говорит: «Бинигмати роббика фахаддис», то есть рассказывай людям о дарах Всевышнего Аллаха. Вот если тебе Аллах дал машину, не надо хвастаться: вот видите, какую машину я заработал. Скажи: вот Аллах мне дал вот эту машину. Или если кому-то Аллах дал машину, ты напомни ему, чтобы он поблагодарил Аллаха за это. И скажи ему: это Аллах тебе дал. И поблагодари Его. Если Аллах дал кому-то дитя, ребенка, он должен благодарить Аллаха. И мы должны напоминать ему, чтобы он поблагодарил Аллаха. Поэтому Аллах говорит: о люди, вспомните дары Всевышнего Аллаха по отношению к вам. И вот Аллах здесь обращается к нам с вопросом: «Халь мин халикин гайруллахи ярзукуку мина самаи валь ард». Неужели есть другой Создатель наряду с Аллахом, который дает вам пропитание с небес и земли? То есть человек должен призадуматься. Неужели есть другой Создатель, другой Господь, который создал нас и который дает нам пропитание с земли и с небес? Нет. Нет для нас другого пропитания. Поэтому, завершу аят: «Ла иляха илляху», и нет достойного, и нет истинного божества, кроме Него. То есть, если мы говорим, что нет другого Создателя, помимо Аллаха, наряду с Аллахом, который может нам дать пропитание, нет другого, так значит, мы должны поклоняться только Ему. Почему? Мы, люди, которые признаем, что те же арабы, которые признавали, что только Аллах является Создателем,
И только Аллах может дать нам пропитание, и дает только Он с небес и земли. Почему эти люди арабы искали для себя других божеств для поклонения? Мы только Его рабы, и мы только Ему должны поклоняться. Поэтому Аллах говорит: «Ля иляха илляху». И нет истинного божества, кроме Него. «Фаанна туфакун». И до чего же вы отвращены? То есть отвращены от истины. До чего же вы заблудши от истины? Сура Фатир, 3 аят. Также Всевышний говорит: «Алям тарау». Неужели вы не видите? То есть Аллах обращается и заставляет наши умы, наши мозги подумать. Человек должен всегда думать, анализировать. «Алям тарау». Неужели вы не видите, «Анна Аллаха сахара лакум ма фис самавати ва ма фил ард», что Аллах подчинил вам все, что на небесах, и все, что на земле. Аллах подчинил вам все, что на небесах, и все, что на земле. То есть вот это слово «тасхир», «сахара», «тасхир», то есть подчинение. Аллах заставил небеса и земли служить нам и интересам людей. То есть небеса, они служат нам. Солнце служит нам. И дает нам столько света и столько тепла, сколько требует наш организм. Мир животных, мир насекомых, мир птиц, моря, океаны, все абсолютно они служат нам. То есть, неужели они не видят, что Аллах подчинил им все, что на небесах, и все, что на земле? И Аллах не спосылает им, прямо обрушивает на нас, можно сказать, да, на нас свои дары, захиратан ва батина, то есть как явные дары. Очень много благ мы получаем, которые можно показать, потрогать, пощупать, почувствовать, да. Но помимо благ, которые можно узреть, мы еще получаем у Аллаха батина, то есть скрытые, незримые блага. Как, например, иман невозможно показать. Терпение, сабр невозможно показать. Щедрость, великодушие. Это же ни'ма, это же дары Аллаха, которые невозможно потрогать, пощупать. Поэтому Аллах не спосылает нам столько благ, как зримых и незримых. Сура Лукман, аят 20. Также сурату Нахль, сура Пчела, 53 аят. «Вама бикум мин ни'ма». Аллах говорит: все, что, любое благо, которое в вас, любое благо, фамин Аллах, это все от Аллаха. Это все от Аллаха. Нет у нас жизни, кроме той, которую Аллах нам дал. Нет у нас зрения и слуха, кроме того, что Аллах нам дал. Нет у нас рук и ног, и нет у нас риска, кроме риска, который Аллах нам дал. Поэтому все, что у вас есть, любое благо, это от Аллаха. Также сурату Нахль, та же сура Пчела, 18 аят. Аллах говорит: «Ва ин та'удду ни'маталлахи», если вы решите сосчитать, сколько же даров Аллаха, ля тухсуха, вы не сосчитаете. Люди даже узнать, понять все, что Аллах нам дает, Он не в состоянии. Поэтому даров Всевышнего Аллаха по отношению к Его рабам очень много, и они различны. И каждое благо, которое мы получаем от Него, это благо обязывает нас восхвалять того, кто нам это дарит. То есть Аллах дарующий, и каждый раз, когда мы получаем этот дар от Аллаха, мы должны благодарить Его, и мы должны восхвалять Его. Пречистен от всех, субханаху, пречистен от всех недостатков. И вот автор книги приводит
слова из другой книги, другого автора. Ну, я сразу скажу, что мы сегодня, иншаллах, постараемся прочитать весь урок, но тут это не молоко, это сливки. Это сливки, это такие слова, которые тяжело передать, тяжело не просто перевести, а подобрать вот эти эпитеты, нужные слова. То есть очень сложно. Но я, иншаллах, с помощью Аллаха постараюсь вам довести эти слова. Мы должны восхвалять Всевышнего Аллаха за те блага, которые мы видим, то есть дары Аллаха по отношению к Его создателям. Вне зависимости, независимо от того, благочестивый этот человек или же грешник. Аллах одаряет своими дарами самых заблудших, самых испорченных рабов. То есть, посмотрите, фараон. Аллах подчинил ему весь Египет. Все богатства, все рабы были под ним. То есть, это был кафир всех кафиров. Да? В истории человечества самый заблудший неверующий, но Аллах дал ему столько благ. Поэтому Аллах, мы видим дары Аллаха в Его рабах, вне зависимости от того, благой он или плохой. Вне зависимости от того, он верующий или неверный. Солнце, разве оно делит людей на верующих и неверующих? А? Солнце говорит неверующему: ты спрячься от меня, я не буду давать тебе свой свет и свое тепло. Дождь, который Аллах не спосылает на землю, этот дождь Аллах отправляет как в огород верующих, так и неверующих. Как в огород, поливает огород как благодарных, так и неблагодарных. Поэтому мы видим огромное количество даров Аллаха всем Его рабам. И мы видим, каково отношение Создателя к своим созданиям. Каково отношение Создателя к своим рабам. Мы видим Его щедрость, мы видим Его добродетель, мы видим Его безграничную милость. То есть милость Аллаха доходит до того, до чего доходит Его знание. Так же, как знание Аллаха безгранично, и милость Аллаха безгранична. Сегодня столько неблагодарных людей, которые нарушают законы Аллаха, которые объявляют, может быть, даже борьбу против Аллаха, против Его религии. Аллах милостивый, Он одаряет их своей милостью. И мы видим, как Аллах отвечает мольбам нуждающихся. Человеку плохо, он обращается к Аллаху. Аллах говорит, кто может ответить, кроме Аллаха, мольбе нуждающегося, когда тот взывает к нему. То есть нуждающийся, когда ему очень плохо, да, он вспоминает Аллаха, и он искренне обращается к Аллаху так, что Аллах принимает его дуа. Аллах избавляет от печали того, кто находится в трудном положении. То действительно, кого одолевает печаль. Аллах милостивый по отношению ко всем мирам. И Аллах дает свои дары до того, как мы просим у Него это. Вот представьте себе, мы еще даже об этом не просили, Аллах уже дал нам это. Поэтому Аллах не ждет, чтобы мы что-то у Него попросили. И очень часто Аллах видит, как мы просим у Него абсолютно другое. Но в том, что мы у Него просим, нет блага для нас. Иногда люди просят у Аллаха то, что вредит им. И Аллах, Он же не дает людям то, что они просят. Вот человек думает, вот мне сегодня вот это нужно, да? И он просит, а на самом деле он даже не знает, что в этом для него зло. Что если Аллах ему даст это принесет ему только вред. Это разрушит его жизнь. Это принесет ему огромное количество проблем. Аллах милостивый.
Поэтому Он не дает ему то, что может навредить ему, а Аллах дает ему абсолютно другое. И очень часто вот в жизни мусульмане, анализируя, размышляя, видят это в жизни, на практике. Очень часто вот бывает так, что у Аллаха просишь, ну вот не получилось. Все там, настроения нет, все, человек в печали, в горести, да, вот он же столько просил, Аллах не дал. Но через неделю, через месяц, через полгода, через год просто нужно уметь связывать вот эти нити, да? Нужно просто анализировать, уметь. И ты, когда получаешь, Аллах через год, через там, полгода дает тебе такое благо, да, что ты начинаешь вспоминать, что у него просил, и у тебя это не получилось, ты начинаешь радоваться. Ты видишь мудрость Аллаха, и ты говоришь: «Альхамдулилля, я Раббан, ты мне тогда этого не дал». Потому что если бы ты мне тогда это дал, вот это бы я не получил. Поэтому на всю мудрость Аллаха. Это великое благо, это великая милость Всевышнего Аллаха. Мы даже не просим у Него, а Он нам дает. И Он нам дает очень часто то, чего мы даже не заслуживаем. Да, мы не заслуживаем таких благ, но Аллах нам дает. Он дает нам эти блага. Также, и Он дает нам не потому, что мы просили у Него, да, Он дает, потому что Он милостивый. Он дает по своей щедрости, по своей милости и великодушию, добродетели. И мы знаем, что Аллах отражает от нас, Он избавляет нас от скольких бед, от скольких печали, горести. И очень часто мы даже сами можем не знать этого. Мы не знаем этого. Вот вчера Аллах избавил тебя вот от этой беды, а ты даже об этом не почувствовал. Он просто отразил от тебя эту беду. Он просто избавил тебя от этой беды. Эта беда коснулась того, а тебя не коснулась. И мы даже об этом иногда не подозреваем. Даже не подозреваем об этом. Поэтому, бывает в жизни очень часто, что вот там где-то ДТП, авария случается. Аллах тебя избавил от этого, а вот этого нет. Поэтому это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Это доброта Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Также Аллах наставляет нас на путь истины. И Аллах направляет сердца своих рабов к Его милости. К Его милости. Альхамдулилля, из миллиона людей Аллах выбрал нас. Особенно вот эта милость Аллаха, она должна заставить задуматься наше поколение. Наш народ. Наш народ, который, ученые говорят, жил в таком неверии, да? Это неверие, которое не видело истории человечества. Никогда в истории человечества не было народов, которые говорили: нет Создателя. Нет Аллаха. Ученые говорят, вот я читал этого Умара Сулеймана Ашкара. Он говорит, что мы не видим из истории религии никаких заблудших народов, которые бы посмели говорить, что нет Аллаха. Арабы, которые выступили против пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, они несомненно верили в Аллаха. Народы верили в Аллаха, просто они отказывались поклоняться единому Аллаху и отказаться от других божеств. А нас постигло такое неверие, атеизм, то есть абсолютно атеизм. Нет у нас Создателя. Нет, мы просто вот так сами по себе откуда-то появились там. Разные теории там, да. Или никогда люди не говорили, что люди не отказывались от своих родителей, да, от Адама и Евы, и не принимали родительство. Кого в родители? Животных, обезьян. Такого не было. И вот поэтому мы должны понимать, что после скольких поколений неверия, невежества, атеизма, Аллах просто вот так выбрал нас, да, и привел в мечеть. Аллах дал нам возможность поминать Его, поклоняться Ему. Поэтому это величайшая милость Всевышнего Аллаха по отношению именно к нам. Аллах защищает наши сердца от наущений.
от шубухат, от сомнений. Потому что мы знаем, вот в мечеть иногда приходят столько умных людей, да, но их сердца поразило что? Сомнение. Это болезнь, страшная болезнь, которая разрушает наше сердце, разрушает наш иман. Пусть Аллах наставит на этих братьев и сестер на путь истины. Они не могут разобраться у себя в сердце. У них столько сомнений. Да? Аллах защищает наши сердца от этих сомнений. Альхамдулилля, Аллах хаббаба илейна аль-иман. То есть Аллах внушил в наши сердца любовь к иману. Мы любим иман. Мы любим ислам, а кто-то ненавидит ислам. Кто-то просто... Ислам не принес ему никакого вреда. Да? А он не может даже слышать об исламе. Альхамдулилля, Аллах одарил наши сердца любовью к мечетям. Мы, когда уходим, мы начинаем скучать по дому Аллаха. Когда мы в мечети, дома, в гостях у Аллаха, наши сердца радуются. Это же Аллах внушил в наши сердца любовь к иману, к мечети, к религии. И как в Коране говорит, и Аллах укрепил их сердца верующих, духом от себя. И Аллах назвал их мусульманами. Аллах назвал их мусульманами до того, как их создал. То есть, до того, как создать нас, Аллах назвал нас мусульманами. И Аллах поминает о нас до того, как мы вспоминаем о нем. То есть, людей еще не было, а Аллах уже говорил о нас. «Инни джа'илун фил арды халифа». То есть, Аллах в Коране говорит. И вот Аллах сказал ангелам, поистине я установлю на земле наместника. Это он о ком говорит? Это он говорит о нас. О нас, о людях неблагодарных. Нас еще нет, уже Аллах говорит о нас. Нас не было тогда, и мы не знали Аллаха, но Аллах уже говорил о нас. Поэтому Он поминает нас до того, как мы поминали Его. И Аллах дает нам, и Аллах дает нам до того, как мы просим у Него. До того, как мы просим у Него. И Аллах проявляет свою любовь и доброту по отношению к своим рабам через Его милость, через Его многочисленные дары, несмотря на то, что Он не нуждается в нас. Вот Аллах, Он служит нам. Он дает нам это. Мы Него просим, не просим, Он нам дает, да? И Аллах дает нам свои дары, Он проявляет любовь по отношению к нам, хотя Он не нуждается в нас. Зачем Ему это? Он же не нуждается в нас, но это милость Аллаха по отношению к нам. И Он дает нам, проявляет свою любовь по отношению к нам, да, несмотря на то, что Он не нуждается в нас, и несмотря на то, что мы пребываем в грехах. Люди проявляют неверие по отношению к Аллаху. Люди нарушают каноны Аллаха. Люди отказываются от слов Аллаха, то есть от знамений Аллаха. Люди проявляют неверие по отношению к Его книге, к Его пророкам. Но несмотря на все это, Аллах не спосылает нам свои блага. И вот что очень удивительно, странно, да? Что не поддается нашему разуму, здоровому разуму человека, да? То, что Аллах, Он нам это дает, то дает. Он принимает наши дуга, несмотря на то, что Он не нуждается в нас. А мы, фукараун иля Аллах, мы нуждающиеся в Аллахе, мы идем против Него. Мы нуждаемся в Аллахе. Каждую секунду, каждую минуту мы нуждаемся в Его помощи, в Его заботе, в Его милости. Но мы забываем это, и что? Мы нарушаем Его законы. Мы нарушаем Его законы. Поэтому вот это тоже показывает милость Аллаха. И все, о чем мы с вами
сейчас говорили, это временная, короткая, кратчайшая, да, наша мирская жизнь. То есть это часть тех даров, которые мы получаем в этой дуне. И невозможно представить, да, ни одна голова, ни один разум не может познать, никто в мечтах не может увидеть, да, что же приготовил Аллах своим праведным рабам там, в вечной жизни. Ведь то, чем мы владеем, те богатства, чем мы владеем, это еще не богатство. Те наслаждения, которые мы получаем в этой жизни, это не дом наслаждений, это дом испытаний. Поэтому все ждет нас там, верующих, там, в вечной обители. И невозможно представить. И как в хадисе, я специально нашел этот хадис, достоверный хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи та'аля ми'ата рахма». Воистину, милость Аллаха состоит из 100 частей. Из 100 частей. «Анзаля минха рахматан вахидатан бейна аль-джинни валь-инси валь-бахаим валь-хаван». И вот одну часть из 100 Аллах не спаслал на эту землю. И разделил между джиннами, между людьми, между животными, птицами, рыбами, насекомыми. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: благодаря этому люди проявляют сочувствие, милосердие по отношению друг к другу. Вот откуда у нас, у людей, милосердие друг к другу? Почему нам кого-то жалко? Почему, когда мы видим человека в беде, прямо сердце, оно разрывается? Мы это где-то пишем, да, в газетах, там, в Инстаграме, да, ну неужели так же нельзя, да? Там, и вот что это? Это сострадание, это сочувствие, это все одна часть из 100. Это у всех людей. Это одна часть. Это у животных всех. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, продолжает: и благодаря этой милости дикий зверь чувствует любовь к своему детенышу. Лев защищает свое дитя. Другие животные, они защищают свое дитя. И в другом хадисе говорится, что благодаря этой милости лошадь не наступает на свое дитя, поднимает ногу, чтобы не наступить на дитя. Поэтому все, вот эта вся милость, это одна милость из 100. А остальные сколько там еще? 99. Все Аллах сохранил для кого? Для своих праведных рабов в раю. Для своих праведных рабов в раю. Поэтому это только одна часть из 100. Аллах остальное оставил для судного дня по отношению к своим рабам, только мусульманам, только верующим рабам. Поэтому, альхамдулилля, это тоже показывает нам милость Всевышнего Аллаха. Поэтому рай. Все, что Аллах приготовил в раю для своих рабов, это райские жилища, это райские сады, это райские реки, это райские яства, фрукты, другие виды еды. Да? Это невозможно представить. Вспомните хадис. Последний человек, который вышел из ада, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и вышел этот человек, то есть это самый грешный мусульманин, он мусульманин. И когда он понес наказание в аду, все уже вышли, все в раю, только он остался. Потому что у него было наибольшее количество грехов. И вот этот человек, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит. В одном хадисе говорится, что он ползком выходит из ада. А в другом хадисе он выходит, спотыкаясь. И то здесь, то там у него огонь. То есть огонь еще не покинул его, потому что он горел там. И когда он оставил ад, да, он подумал, что он самый счастливый человек там, от Адама до последнего человека. Миналь ауалин валь ахирин, так в хадисе говорится. Начиная от первого до последнего. И поэтому он говорил: альхамдулиллях, то есть хвала Аллаху, который спас меня от этого ада
И нет, клянусь Аллахом, нет более счастливого человека, то есть начиная от первого, завершая последним человеком. Он думал, что это он самый счастливый человек в истории человечества. Только он еще рай не видел. Он еще в раю не был. Он просто... Аллах избавил его от ада. И прочитайте этот хадис обязательно. Спросите у Google Хазрата, он вам поможет, да, найти этот хадис. Машаллах. И как он дошел, сначала увидел одно дерево. О, Аллах, дай мне только вот это дерево. Я просто там в тенечке посижу и воду попью. Аллах ему дал это дерево. Но он сказал, больше ничего не буду просить. Он потом увидел второе дерево, начал это просить. Аллах спросил, так ты же обещал больше ничего не просить. Да. Потом третье дерево. А когда дошел до третьего дерева, он услышал голоса, которые... Он услышал в раю. Там был рай. И он снова забыл, что он обещал. Уже в третий раз, да? И он говорит, о Аллах, дай мне возможность просто зайти туда. И тогда Аллах разрешил ему зайти в рай и сказал, проси, что хочешь. В одном из риваятов говорится, да, хадисов, что в одной из передач говорится, что Аллах сказал ему, проси все, что хочешь. И тогда он начинает перечислять все. Аллах, ты мне дай вот это, дай мне это, дай мне это. И пророк, саллаллаху говорит, и Аллах останавливал его. И говорил ему, ты вот это еще не просил. Ты это еще не просил. И он начал, да, и вот это дай мне, Аллах. Да, и это дай. И тогда у него закончатся слова. То есть его воображение, все, закончится. Он уже не может ничего просить. И тогда Аллах говорит, я тебе даю то ты у меня просил, и добавлю тебе в 10 раз больше. То есть еще 10 раз. И в другом риваяте говорится, доволен ли будешь мною, если я тебе дам столько, сколько помещает земной шар, вся земля. И этот раб спросит, о Аллах, ты почему смеешься надо мной? Ты же Господь небес. То есть тебе нельзя смеяться, насмехаться надо мной. Ты же Господь небес. И Аллах говорит, я делаю то, что я хочу. И я над всякой вещью мощен. Поэтому Аллах говорит, я тебе дам столько благ, сколько помещает эта земля. То есть он же землю-то знал, да, и в 10 раз больше. Как 10 земных шаров. Поэтому это человек, который получит наименьшие блага. Где? В раю. Поэтому в раю рабов Аллаха ждут такие блага, которые никогда глаз не видел. Которые в жизни, да, в истории мы знаем, талантливейших. Я не говорю, что они там хорошие, святые, да, может быть, они грешники, да, они рисовали изваяния, да, но они были талантливыми, у них было воображение. Кто-то там посмел написать картину про рай. Но, понимаете, все, что он там написал, это то, что он видел в этой жизни. А рай он не таков. Его описать невозможно. Нарисовать рай невозможно. Это ни один, голливудский продюсер, голливудский режиссер, это не может нарисовать рай. Потому что Аллах говорит, я приготовил им то, чего глаз не видел. Чего не познал ни один слух. И что не может познать ни один разум человека. То есть это рай. И даже те названия вещей в раю, это дома, это деревья, это будет абсолютно, вот они лиственные будут или хвойные, да, там про листья говорится, но невозможно представить рай в образе этих деревьев, райские деревья, они будут другими. Если Аллах называет некоторые виды фруктов, да, пусть банан, гранат, виноград и так далее, да, Аллах говорит, это только название. А на самом деле вкус, кто-то сможет сказать, да я виноград не люблю, да? Может в этой жизни он не любит виноград, но в раю он не может не любить райский виноград, это будет совсем другое. Поэтому рай невозможно представить. И все, о чем мы говорили, это еще мирская жизнь, да? Неисчисляемое количество благ. Но если перенестись в рай,
это невозможно представить. Это невозможно представить. Поэтому вот это и есть рай. Затем Аллах не спаслал, отправил к народам свои посланники. Вот то, что к народам пришли посланники, это милость Аллаха. Почему? Потому что именно посланники рассказывали людям об Аллахе. Посланники Аллаха, они доводили до людей истину, книги Аллаха. И они учили людей, ради чего люди должны жить, кому они должны поклоняться, что их ждет там. Кого-то рай, кого-то Аллах сапласан. А эту великую ношу, этот аманат несли кто? Самые достойные. Это пророки, которые призывали людей к Аллаху. Аллах раскрывает перед человеком столько путей к нему, к Аллаху. Через фитра. То есть фитра, врожденное состояние человека, имана, да, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Есть огромное количество бабушек, дедушек, которые вот с этого возраста, они как жили с Аллахом, так и живут. Если им скажешь, докажи. Вот было время, когда, по-моему, хизбут-тахрировцы были, которые спрашивали, ну это у них акида. То есть они должны верить только в то, что могут доказать. То есть ты веришь в Аллаха, да, тогда докажи, что Он есть. Ты должен там логически там какие-то, да. Такого не было. Пророки так не просили доказывать. Это же фитра. Бабушка 90-летняя, она всю жизнь намаз читала. Если ты спросишь у нее, а сколько ты доказательств сможешь привести существование Аллаха? Она не может, нет, но она верит в Аллаха. И у нее нет никаких сомнений. Поэтому, альхамдулилля, это фитра. Фитра есть милость Аллаха. Милость Аллаха. Аллах столько уроков дает в жизни, чтобы исправить нас, чтобы остановить нас от чего-то. Да? Аллах дает нам гарантию, это милость Аллаха, что если человек ради него совершит один благой поступок, то он получит за этот поступок минимум, сколько раз больше? В 10-кратном размере. То есть за одно благо ангел напишет, что как будто он совершил 10 благ. И это до какого количества? До 700 раз. Это бонусы. Ты совершил одно дело, получил за это 100. Ты совершил один великий поступок, а Аллах приказал ангелу, чтобы тот написал, как будто ты совершил 700 великих поступков. Разве это не милость Аллаха? Это же милость Аллаха. Если человек совершил что-либо дурное, милость Аллаха. Если он попросит прощения, Аллах простит его. И как в хадисе говорится, тот, кто покаялся от своего греха, это равнозначно тому, что он не совершал этот грех. Но он же совершил этот грех. Да? Нет. Все, нет этого греха. Почему? Потому что он покаялся. Это разве не милость Аллаха? Это милость Аллаха. Аллах стирает, Аллах прощает нам столько прегрешений. Поэтому это милость Аллаха. И как в Коране говорится, если бы Аллах сегодня заставил бы нас ответить за наши поступки, то в этой жизни, на этой земле никого бы живых не осталось. Всех нужно было бы погубить. Но Аллах милостивый, Аллах прощает нас. Аллах дает нам отсрочку, дает нам время, чтобы мы вернулись к Нему, чтобы мы покаялись перед Ним. Следующее. وَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَحْمَةً مِّنْهُ بِهِمْ وَإِحْسَانًا. И если Аллах приказал нам что-либо, повелел нам что-либо, вот мы должны совершить то-то, 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 мы обязаны, да? Он приказал нам это не потому, что Он нуждается в этом, да? А потому что это нужно нам. И в этом милость Аллаха. Некоторые люди думают, а вот почему Аллах вменил в обязанность рабов там месяц уразу держать? Разве пост нужен Аллаху? Наши посты? Нет, Он не нуждается в этом. А в этом польза для нас. Если Аллах вменил в обязанность каждому рабу совершать 5 намазов в день,
Это подарок Аллаха. Он дает нам возможность 5 раз встать перед Ним без каких-либо посредников, без приемных, без записей предварительных, и пообщаться с Ним. Аллах очищает наши сердца. Аллах очищает нашу искренность перед Ним посредством наших намазов. Если Аллах сказал, вот тебе 100% имущества и 2,5% в год ты должен это дать неимущим, это не потому, что Аллах нуждается в этих 2%. Нет, это милость Аллаха. Аллах очищает наше имущество от всех недостатков, от всех прегрешений. И Аллах дает нам баракат за это. Поэтому Аллах приказывает нам что-либо только по милости. И в этом польза только для нас. Только для нас. И Аллах, Он запрещает нам что-либо, лишает нас чего-либо. Никогда Аллах не запрещает нам что-либо или не лишает нас от чего-либо, потому что Он там скупой. Нет, у Аллаха нет скупости. Аллах иногда говорит нам, тебе нельзя это есть. Аллах сказал, мусульманин не должен есть свинину. Аллаху свинины жалко? Нет. Аллах запретил нам употреблять пищу свинин, потому что в этом нет пользы. В этом вред для нас. Аллах запретил нам употреблять спиртное, потому что Аллаху спирт жалко? Нет, конечно. В этом зло для нас. И поэтому в этом запрете это милость Аллаха. И очень, к сожалению, вот это состояние невежественных людей, когда они боятся ислама, только из-за этих запретов. Вот сейчас, если я приду в ислам, мне нельзя вот это. Да, все благое можно в исламе. Но все дурное Аллах запретил. Даже что касается благ, Аллах щедрый и богатый. Он дал бы нам все, что мы просили. Чтобы, вот, если сейчас люди попросят, у кого-то денег не хватает, кто-то в долгах, у кого-то проблемы, Аллах может всем все решить в одно мгновение, но Он не решает это. Почему? Не потому, что Он скупой, жадный, не потому, что Аллаху жалко дать ему денег, чтобы он там закрыл свои долги. Нет, в этом мудрость Аллаха. И это милость Аллаха. Аллах говорит, если бы Аллах увеличил удел всем своим рабам, что бы произошло? Все бы долги закрыли, все бы там машины поменяли, все бы там дома новые построили, все бы зажили хорошо. Вот если бы было бы так, Аллах бы всем закрыл долги, всем бы много дал. Нет. Аллах говорит, если бы Аллах увеличил удел всем своим рабам, они бы стали бесчинствовать на этой земле. Аллар озып бітерлер иде. Аллар одашырлар иде. Но Аллах дает столько, сколько нужно каждому. Аллаху би'ибадихи хабирун басир. Ибо Аллах каждого раба знает. Поэтому, когда Аллах запрещает нам что-либо, когда Аллах лишает нас чего-либо, мы должны понимать, это не по жадности, скупости, а, альхамдулилля, это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Когда Аллах обращается к нам своими словами, обращением, Он обращается к нам наилучшими обращениями. Аллах, почитайте Коран, когда Аллах призывает нас к чему-то, машаллах, мы видим мудрость Аллаха. Мы видим, уважение Аллаха по отношению к Его рабам. Аллах же в Коране ни в одном аяте не говорит, эй, вы, людишки, вам всем конец. Аллах никогда так не говорит. Аллах обращается к нам наилучшими обращениями. Наилучшими обращениями. Аллах говорит, «Ватубу иля Аллахи джами'ан айюхаль му'минун». Покайтесь, все вернитесь к Аллаху, айюхаль му'минун, о вы верующие. О вы верующие. Аллах говорит, «Я айюхаллазина аману», о те, которые уверовали. Или, например, Аллах говорит, «Я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим», о рабы мои, которые
проявили несправедливость по отношению к самим себе. То есть Аллах не говорит: эй, вы грешники, подлые там, да? Аллах говорит: о рабы мои, Он не отказывается от них, о рабы мои, которые проявили несправедливость по отношению к себе. То есть человек, который совершает грех, он же сам разрушает свою жизнь. Он сам проявляет несправедливость, зулм по отношению к себе. Он лишает себя бараката, риска, он лишает себя милости Аллаха. Так ведь? Он лишает себя рая, который Аллах приготовил для него, и бронь у него есть, как в хадисе говорится. Да? У каждого бронь, место в раю и в аду есть уже. Ему хватило бы места, но он выбрал ад. Поэтому Аллах говорит: о рабы мои, которые отнеслись к самому себе несправедливо. «Вакулли ибади», и скажи моим рабам. И когда мы слышим обращение Аллаха к своим рабам: о рабы мои, мы должны чувствовать в этих словах заботы больше, чем когда мать наша родная обращается ко мне: балам минем, о дитя мое, улым минем. Потому что Аллах более милостив к своим рабам, чем мать к своему дитя. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел мать, которая обнимала свое дитя, он обратился к сподвижникам и сказал: вот пожелала бы эта мать по отношению к своему дитя какого-либо, чего-либо плохого, зла? Они сказали: нет. Как? Она же милостивая. Это столько милости, милосердия в материнском сердце по отношению к дитя. Да? Пророк саллаллаху сказал: «Инна Аллаха архаму ли айбадихи миналь валидати би валадиха». Воистину Аллах более милостив. Милость Аллаха больше к своим рабам, чем милость матери по отношению к своему дитя. Поэтому невозможно сравнить милость Аллаха, да, и невозможно сравнить милость матери. Милость матери — это вот та одна часть, про которую мы с вами говорили. Так ведь? Поэтому милость Аллаха безгранична. Также Аллах говорит: «Я юханнас у'абуду раббакум». О вы люди, поклоняйтесь вашему Господу, аллади халякакум, который сотворил вас. Он же вас сотворил. Поэтому поклоняйтесь Ему. «Валладина мин кабликум». И Он же сотворил тех, которые были до вас. «Ла'аллакум таттакун», может, вы будете богобоязненными. И Аллах начал, после того, как Аллах призвал людей поклоняться Ему, Он начал объяснять им, почему люди должны поклоняться единому Аллаху. Почему? Кто-то может сказать: ладно, я понял, услышал, но а зачем я должен поклоняться Аллаху? И вот Аллах продолжает им объяснять, а Он мог и не объяснять. Он говорит: «Аллади джа'аля лакумул арда фираша». Аллах сделал для вас землю колыбелью. То есть Аллах сделал землю уютной, теплой, светлой. Так ведь? «Вассамаа бинаан». Аллах сделал небеса крышей для нас. «Ваанзаля минас самаи маан». Аллах не спосылает с небес воду, не спосылает дожди. «Фаахраджа бихи минат самарати ризкан лакум». И Аллах, как удел для вас, как ризк для вас, выводит из земли для вас фрукты, растения. «Фаля таджгалу лилляхи андадан». Поэтому, зная, понимая все это, не предавайте Аллаху никого в сотоварищи. Не поклоняйтесь другим божествам. «Ва антум таглямун». И вы знаете вот это все, понимаете это все. Поэтому Аллах общается с нами. Аллах объясняет нам. Вот замечательный аят, сура Аль-Инфитар, 6 аят, 7 аяты. «Я айюхаль инсан», о человек, «ма гаррака би раббикаль карим». То есть, я даже боюсь перевести, «ма гаррака би раббикаль карим». То есть, что же заставило тебя заблудиться в отношении твоего великодушного Господа? То есть, Аллах обращается к неблагодарным людям.
Аллах обращается к грешникам, которые выбрали путь ослушания, которые выбрали путь многобожия, которые выбрали путь грехов. И Аллах говорит: о человек, что же заставило тебя ослушаться твоего Господа великодушного? Аллави халякака, который сотворил тебя. Ты был ничем, и Аллах сотворил тебя. Фасауака, Аллах дал тебе облик. Фаадаляк, и соразмерил. Все, уши на месте, глаза на месте, руки, ноги, все на месте. То есть Аллах дал тебе прекрасный облик, соразмерил тебя. Так почему ты обращаешься к Аллаху так? То есть что тебя ввело в заблуждение по отношению к твоему Господу великодушному? Поэтому, дорогие братья, таких аятов очень много. И вот хочу завершить, я так и не дошел до финиша, хочу завершить урок 50-м аятом суратуль Кахф, сура пещера, Кахф, которую сунна пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывает нас читать по пятницам. Да? Всевышний говорит: «Ва'идh кульна лиль малаикати сджуду ли Адам». Когда мы сказали ангелам: падайте ниц перед Адамом, фасаджаду, они пали ниц. Все совершили суджуд. Илля иблис, кроме одного. Кого? Иблиса. Кана миналь джинни, он был из числа джиннов, он не был ангелом. Фафасака ан амри рабби, и он ослушался веления своего Господа. То есть Аллах приказал, он не дал выбор ангелам и иблису. Хотите, не хотите, Аллах сказал, все должны падать ниц перед ним. Все упали ниц, суджуд сделали, кроме иблиса. И он ослушался своего Господа. И вот Аллах обращается к людям. «Афататтахидунаху ва зурриятаху аулияа мин дуни ва хум лакум аду». Неужели вы возьмете его, иблиса вот этого, и его потомство друзьями, в друзья себе, в покровители, кроме меня? Ва хум лакум аду. Ведь они являются вашими врагами. То есть, давайте закончим. Бисали залимина бадаля, и это плохая замена, когда они заменили, вместо того, чтобы избрать для себя другом, покровителем Аллаха, они заменили Аллаха кем? Иблисом, который враг их. И Аллах говорит, плохая замена для беззаконников. Сура Кахф, 50 аят. И вот ученые говорят, Аллах говорит, он начинает это обращение такими словами: «Инни адайту иблис, ва тараттуху мин самаи, ва ба'аттуху мин курби». Воистину я объявил иблиса врагом. Вопрос: из-за кого и из-за чего иблис стал врагом Аллаха? И Аллах говорит, и я изгнал его с небес и отдалил его от себя, от своей милости. Почему? Из-за кого? Из-за Адама, из-за человека. Аллах приказал уважить человека. Он поднял его степень. Он сказал, все вы должны падать ниц перед ним. Ангелы понимали за его знание, за его мудрость, которым Аллах его одарил. Да? Но Иблис отказался. За то, что Иблис отказался падать ниц перед ним, Иблиса Аллах изгнал. Да? И Иблис объявил войну против человека. Он обещал, что сделает все, чтобы унизить человека, чтобы ввести его в заблуждение, чтобы человек вернулся не в рай, а куда? В ад. В ад. И вот Аллах говорит, если он отказался падать ниц перед вашим отцом, почему вы, дети Адама, его дети, почему вы выбираете себе другом этого Иблиса и его потомство, когда как он и они являются вашими врагами? Аллах говорит, я ваш покровитель, я ваш друг. И я изгнал его потому что он пошел против вашего отца.
И вот состояние людей, да, люди, зная это, они выбирают себе покровителем кого? Иблиса. И отдаляются от Аллаха. Вот это тоже, этот аят и тафсир этого аята должен заставить нас призадуматься. Поэтому, к сожалению, не все мы успели, да, прочитать, но мы должны понять, что вот эти все аяты, которые мы с вами сегодня вспомнили, они призывают нас вспоминать дары Всевышнего Аллаха. Мы с вами начали урок с аята, да, «Удзкуру нихматуллахи алейкум», то есть вспомните те дары Аллаха по отношению к вам. Поэтому мы должны всегда знать, что мы купаемся с вами, да, в милости Аллаха. Мы живем денно и ночно, получая Его неисчисляемое количество Его благ, даров. И поэтому мы должны всегда дарить, всегда благодарить Аллаха. И тема следующего урока – возможность благодарить Аллаха и восхвалять Аллаха – это есть благо Аллаха. То есть тех рабов, которых Аллах одарил благодарностью и возможностью восхвалять Всевышнего Аллаха, это тоже есть богатство и благо. Об этом поговорим, иншаллах, в следующем уроке. Субханак Аллахумма бихамди, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайр, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.